В зале Дворца культуры многолюдно, а как иначе, на самом настоящем семейном празднике. Они – те, кто ежедневно отдают свои знания и любовь детям и вместе открывают год семьи. В торжественном мероприятии принял участие и глава республики Махмуд Али Калиматов. Я хотел бы сказать, что год семьи нашей республики я сегодня начал с утра открытие детского сада. Детского сада с 19 по 24 год построено в нашей республике 44 детских сада. Очень важно, что это создало в детских садах 8400 рабочих мест. Это же наши мамы, сестренки, сновки идут туда работать в основном. 3000 детей, 8000, а вот 3017 рабочих мест. Школы, я вам скажу, что 20-й год, 24-й, вот сегодня, я могу вам сказать, 47 школ, 4573 рабочих места. 47 школ построены. Это ученических мест 29 тысяч. То есть я, почему без статистики не обойдешь, поэтому я хотел бы до вас довести это. Вот забота о семье – это очень важная ситуация. И я сегодня радовался вместе с детьми. Я выезжаю, каждый раз радуюсь, когда я вижу в новых детских садах, школах наших счастливых детей. Вы знаете, кто постарше, лет 25-30, никто не думал, что где-то у нас в селе будет школа прекрасная. И на эти стройки, социальные объекты президентом по нацпроектам выделено сотни миллиардов. И мы их построили и строить будем еще. В этом году мы откроем 19 школ на 9 тысяч мест и еще 12 детских садов в 2024 году. Они у нас, в принципе, уже построены, просто сейчас там процедура лицензирования проходит. И как только получит, то есть это опять же дорогого стоит. Сегодня президент, говоря о вещах, которые серьезные для жителей, сколько программ, я вот попросил Министерство труда дать мне цифру хотя бы. По состоянию на 1.1.24 года осуществлены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 39 тысяч выполнено, лет включено. Семьям это 39 тысяч детей, 178, да? Федеральный бюджет нам выделил 3 миллиарда на выплаты эти. Счастливая семья – это тоже профессия. Здесь главное терпение и мудрость. Все это на самых хрупких плечах. Женщина является хранительницей очага и продолжительницей рода. Их чествуют сегодня. Все они отдают себя полностью семье и воспитали достойных детей, среди которых и Хади Хашагульгова, мама Султана Хашагульгова. Каждая мать своего сына, дочку, всех воспитывает, как все мамы, обстирывает, готовит, поведение. Но мне кажется, у меня ничего удивительного или сверхъестественного нету. Во мне нету, чтобы я что-то дала такое, что другая мать не дает. Все мамы одинаково растят детей. Я считаю, просто дал хаданат, что диалгарды дерге, что это. Сегодня большая часть ингушских семей многодетные. Они заслужили особого внимания. Для них действуют социальные программы. Глава региона отметил, семья у ингушей всегда являлась основополагающей ценностью, надежным тылом. Сегодня руководство нашей страны создает все необходимые условия для сохранения и поддержки российских семей. Особенно это касается тех, кто сейчас на передовой, стоит на защите интересов Родины. Многие ребята, наши братья, сыновья, исполняют долг свой человека, воина, мужчины.
на передовой, отстаивая наши интересы. Президент сказал, больше на нашей территории войны мы не допустим. Вот самое главное. Поэтому дал маршал Буш, Табианчан дал Гешдолт, но мы их не забываем. Вы, наверное, знаете, просто не объявляя об этом, мы много делаем. Сейчас мы нашим ребятам готовим нашу тушенку, чтобы чтобы они могли смело, не говорить, откуда это, что это, с Ингушетии, там написано. Да? И поэтому я хотел бы в поддержку им сказать, что мы их всегда помним, будем помогать. И обязательно, и как президент наш сказал, элита это не те, которые там, а элита это военные. 2024 год объявлен годом семьи указом президента. Глава государства назвал многодетные семьи опорой России, потому что именно в них воспитываются те основные качества человека, на которых держится семья и страна. Как сказал наш глава Махмуд Али Макшарипович, сейчас очень много неполных семей. Давайте, мамы, не сдаваться. Что его больше воспитывала мама. Своих 3 сыновей воспитывала тоже я одна. Мы не будем отступать, мы будем давать достойных детей. Сегодня глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов дал официальный старт году семьи в Республике Ингушетия. Этот год станет годом принятия важнейших решений, определяющих семейную и демографическую политику государства на годы вперед. В год семьи в Союзе женщин России запланированы масштабные мероприятия. Это и фестивали, марафоны, конкурсы, выставки. Вложить лучшие качества в своих детей старается и Лида Горокоева, вдова участника специальной военной операции Хусена Дашаклоева. С первых дней он находился в зоне проведения СВО. 25 мая 2023 года его не стало. Скромная ингушская женщина свою жизнь полностью посвятила воспитанию детей. Семья – это все. Самое главное – это семья. Остальное не важно. Главное – здоровье детей. Все для детей мы живем. Все живем для детей. Понимаешь? Спасибо всем, что для нас уделяете время, внимание. Большое спасибо всем. В течение года в Ингушетии, как и по всей стране, запланированы мероприятия, посвященные сохранению традиционных семейных ценностей. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Магаз 24.